Здравствуйте, дорогие зрители! Наконец-то решил сделать подробное видео про наше путешествие в Китае. Путешествие было довольно давно, в 2017 году. Куча материала лежит на компьютере, и я не знаю, что с ними делать. И хочу просто поэкспериментировать и выложить это более подробно. Итак, когда-то Роберт Марков с ником Карточитатель решил организовать велотур в Китае. Был план поехать с города Сияня до Пекина, то есть 1500 километров. Первым, кого решил позвать Роберт, была девушка по имени Сардана Попова на тот момент. Сардана позвала своего друга Кешу. Они оба были веллерами. Затем Кеша позвал меня из-за случайной какой-то встречи. Но никто толком хорошо никого не знал. Сделали визы в апреле и ждали отправного числа. 5 мая мы наконец встретились в какой-то кафешке на площади Орджоникидзе. Там сидели Сардана и Кеша. Были довольно взволнованы. Все ждали Роберта. Он не успел отремонтировать свой уницикл. В итоге немного опоздал. Мы чуть-чуть посидели. Затем приехал Роберт. И мы все вместе поехали на причал. Так, переправа от Якутска до Нижнего Бестяха. Моста нету, поэтому все люди на воздушных подушках переправляются. Привет, меня зовут Роберт. Я путешественник. Сегодня мы начинаем наше путешествие до Китая. Так, у нас будет маршрут от Сияня до Пекина 1400 километров. У нас в группе 4 человека, 4 велосипеда, но один велосипед особенный, он одноколесный. Так, он пока разобранный, но через 3 дня я его соберу, и вы его увидите. Оговорюсь то, что велосипеды мы купим позже. Так что велосипед только у него. Было довольно холодно, но это было только началом. Вот так выглядит одна из самых больших рек в мире, река Лена, в майский период перед ледоходом. Доехав до того берега, к берегу Нижнего Бестяха, мы сели на такси до Благовещенска. Начало трэш-путешествия. Вот. Мы сейчас собираемся. Как вы видите, у нас очень много вещей. Вело, сумки, вело. Так, какие планы у тебя на эту поездку? Ну как, какие? Получить хорошие впечатления, стать негром, чтобы у меня тут остались следы от очков, а здесь все было красное. И лицо довольное, да? И лицо довольное, да. И про себе крутые сделать. Ну и похудеть немножко. А то основная цель этой поездки? Основная цель это, конечно, поехать посмотреть, как живут там наши братья китайцы, чем они кушают, что делают вообще, о чем думают. Вот так. Велосипед, да? Основная цель кататься. Да. Что ты ждешь от этой поездки? Новых впечатлений, знать, как люди живут в Китае, ну и вообще. Так, ну а это что, тоже надо показать? На этом все? Наверное, я немногословна. Давай. Это уже мое 4-е путешествие. Сейчас едем до Благовещенска и далее до Хехе и до Сияния. Хорошенько упаковавшись, мы наконец двинулись в путь. Где-то в Тамоте нас ждал сюрприз в виде снега. Это Алдан. Тут была еще зима. Тут такие сугробы. Водоотталкивающий.
Это было очень нудно, скучно. Наша необъятная родина. Трэш-путешествие продолжается. И довольно утомительно. Так что это лучше перемотать. И где-то к вечеру мы приехали в Благовещенск, где встретили нас Таня и Миша. Мы устроили такой небольшой музыкальный импровизированный этюд. У них берлога находилась в чердаке. Сами они очень творческие люди. На утро мы пошли чинить колесо. Как спалось, ребят? Хорошо. А нам холодно-то. Ага. Куда мы сейчас идем? Сейчас кое-что вы делать. Колесо. Натянуть шину было очень довольно трудоемким процессом. Оно было немного нестандартным. Тем не менее, оставили колесо мастеру и пошли гулять. Гоняли голубей. Ходили по парку, по набережной. Ждали завтрашний день. Очень много военных кругом. Попробуйте воду газированную с сиропом купить. И кинь лаву тача. Достаточно. Попили газировку с автомата, как в старые советские времена. И давай. Сейчас мы проверим разницу между этим парком и нашим парком культуры. А как это проверить? Конечно же, попробовать хот-дог. Ну пробуйте хот-дог, только надо все, что попробовали, не вы один. Вот как маркетинг, да? Это где находится у вас? Якутске. Якутск? А хот-дог с колбаской. Это что? И хот-доги, само собой. До 40 рублей. С дорогой. Дорогой, лет по 60. Нормально. Горчичку. Эх, бычок. Бык-трансформер. У него еще и агрегат есть. Вот затвор тоже. Тут к нам пристали два мальчика, типа а-ля гиды. Платите нам по 10 рублей, по 50 рублей, потом уже по 100 стали наглеть и все такое. Ну, я не стал на это потратить времени, как ничего толкового не рассказали. И дорога привела нас к музею Благовещенска. По-моему, этих волков я где-то видел. Хаббути получше. Привезли отсюда, откуда-то. Кстати, вот секрет нашего названия. Роберт Иннокентий Сардана Ким. Макет якутского острога. И чувака, похожего на Расторгуева. Выберите ваш костюм. Через пару часов мы вернулись в мастерскую, но там до сих пор не справились с колесом. Совместными усилиями мы наконец починили этот велосипед одноколесный под названием уницикл.
тоже с одним колесом, то есть это, не знаю, какой он баланс держит. Так, ручка, тормоз, седло, подседельный, рама, низкий тормоз, шатуны и далее. И втулка, да, посмотрите, она планетарная втулка, ага, двухскоростная. Ну, вы не раз еще увидите, как он будет катать. И как он будет это показывать. Совсем не сложно. Так, завтра или послезавтра я поставлю багажник и лежак аэро-руль. Плотно поужинав, мы развлекались как могли. Снова мечтаем о том, когда же мы доберемся на тот берег и увидим Китай. Далее дорога нас привела в бар People's. Уже завтра мы переходим границу и будем уже в Китае. Я надеюсь, что все, что мы ожидаем от этой поездки, сбудется, все будет хорошо, никаких происшествий таких не произойдет. И мы получим очень хорошие впечатления от этой поездки, да, Роберт? Правильно я говорю? Кстати, мы тут познакомились с очень хорошими ребятами, Таня и Миша. Они здесь живут, и в принципе они очень хорошие люди. Они нам посоветовали вот этот вот паб. Здесь скоро в 9 часов будут выступать люди, вон там сцена есть. Очень хорошо здесь все устроено. Якутские веллеры, а мы самые лучшие. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишили своих чар. Машина в банк, и садятся рестарт. Остались таковые расстояния. Парочка простых и молодых ребят. Утекай. На утро мы решили встретиться с местным клубом велосипедистов «Два колеса» и неожиданно встретили там китайцев. Ребят, давайте сфотографируемся. А вы что, из Якутии, да? Мы из Якутии, да. Вот на вот этой технике он будет путешествовать. Обалдеть. Ну я и говорю, если они будут, да, будете через нас ехать. Да, ну пока... Я вам скину WhatsApp. Вот Роберт показывает китайцам, как надо кататься на уницикле.
Китайцы очень любопытный, о чем-то его расспрашивают. Роберт за 2 месяца до поездки умудрился выучить более-менее разговорный китайский. Спрашивает, кто вы, китайцы или монгольцы? Он говорит, яхужин, якуты. А они не знают, кто такие, конечно. Откуда китайцам знать, кто такие якуты? Затем мы вернулись за вещами. Тани там уже не было, был Михаил. Пофотались, поблагодарились и поехали в таможню. Так, ребят, какое сегодня число и где мы сейчас находимся? Сегодня 8 мая. Проходим через Время таможню. час. Мы покушали. Мы готовы. Скоро мы будем в Китае. Это что такое? Где сейчас стоим? Написано, что это речной вокзал Благовещенский. Здесь, наверное, таможня, да? Да. Тут Роберта чуть не пустили за границу из-за того, что у него был намочен паспорт. Пахло весною Китая. Вот мы наконец сели на паром. Ага. Прошли таможню. Наконец-то меня чуть не пустили. Да. Его чуть там не запраковали. Где еще таможня Китая, что? Так, мы сели на пароход до Пехи. Как видите, тут меньше километра расстояние совсем. Мы скоро будем уже в Китае. Да. И цикл с нами. С нами наши вещи. С нами наша гитара, наши шлемы и сарданы. Расскажи, как люди замечают твой уницикл. Ну, все говорят, что ни разу не видели, как то на нем можно кататься. Ага. И я им показываю, и все удивляются. На этом, пожалуй, первую серию закончим. Сильно затягивать видео не будем. В следующей серии вас ждет Китай. То, как мы добирались до места старта. Отплываем от России. Пишите в комментариях, как вам такая подача материала. Извиняюсь, конечно, за свою дикцию, она у меня не очень. Это мой первый опыт в таком, так сказать, блогинге, что ли. Далее хочу уже, когда стартанем, на великах то ли по 1 дню, то ли по 3 дня, ну, скорее всего, по 3 дня, показывать наше путешествие. Так как в некоторых днях очень мало было материала. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм-канал dvarist.velo и до следующих серий. Пока!